4 лыжницы из республики Коми приняли участие в съемках спортивной драмы «Белый снег». Предпремьерные показы уже прошли в Москве и Магадане. Завтра картина стартует в прокате во всех кинотеатрах страны. Зрители увидят историю лучшей лыжницы 20 века Елены Вяльбы. О съемочном процессе, локациях и героях расскажет Наталья Юрина. Сегодня тебя похлопают, а завтра забудут. Дома тебя сожрут, обвинят в предательстве. О своих близких подумай. На пути к победам, проявив упорство и стальной характер, на экране история девочки из бедной магаданской семьи, спортсменки, ставшей известной на весь мир. Фильм о легендарной лыжнице Елене Вяльбе. Картина основана на реальных событиях. Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира участвовала в написании сценария и присутствовала на съемочной площадке. Хочу, чтобы этот фильм для людей, которые придут посмотрят, был таким для более старшего возраста, не тоже такой некий, знаете, шаг назад, как они жили, какие-то воспоминания. Наверняка такое тоже будет. Кто-то скажет, ой, да мы точно так же жили и так далее. Для детей, для молодежи, чтобы это было таким маленьким вдохновением. Действие фильма охватывает период с конца 70-х до 1997 года. Детство, юность, яркие победы и завершение блестящей спортивной карьеры. Главную роль в фильме исполнила актриса Ольга Лерман. Дублершу в лыжных сценах выбрала сама Вяльбе. Ей стала лыжница из Коми Юлия Ступак. Я очень много смотрю различных подобных фильмов, именно биографии, документальные фильмы. И я все это чувствую на себе, все это прочувствую. Я знаю, сколько труда ушло на это все, и поэтому я, конечно, с мурашками сидела и вообще всем советую. Фильм вам обязательно понравится. Там, кстати, даже можно увидеть меня, если кто прям совсем узнает. В съемках «Белого снега» приняли участие более 20 спортсменов, 4 из республики Коми. Мы подавали объявление, писали там свое резюме. Мы говорили, что у нас должен быть не меньше там мастера спорта по лыжным гонкам, а не по биатлону, потому что только лыжники могут ходить одинаково хорошо и классикой, и коньком. В числе приглашенных на съемки оказалась и лыжница сборной республики Коми Ксения Ванеева. Она дублировала актрису Екатерину Агееву. Внешнее сходство разглядела подруга Ксении, которая и посоветовала отправить заявку на кастинг. Когда пришел ответ... У меня вот так заколотилось сердце, я так заволновалась, как перед стартом. Так мило было. Так хотелось поучаствовать, но я опять начала переживать, потому что чемпионат скоро. И будет ли против тренер? Всю жизнь мечтала бы, хотела, но кто бы подумал, что лыжи помогут сняться в кино. Еще одной спортсменке из Коми, Анастасии Сметаниной, досталась роль немецкой лыжницы Мануэлы Хенгель. Смотрела я в записи «Чемпионат мира» в Тронхейме 97 года, который как раз-таки в фильме воссоздавался. Смотрела все гонки, наблюдала за лыжницами, наблюдала там, за особенностями техники. И очень интересно было еще раз посмотреть на и одежду, и на болельщиков, и на всю атмосферу лыжного спорта тех времен. И очень здорово, что как раз-таки фильм воссоздает вот эту атмосферу лыжных гонок, в которую мы можем погрузиться в кинотеатрах. Основные съемки «Белого снега» прошли в Магадане, Москве, Московской области и Эстонии. На Кировском стадионе воссоздали трассы Тронхейма. Именно в Норвегии в 1997 году Елена Вяльбе стала чемпионкой во всех 5 видах женской лыжной программы. Картина «Белый снег» стартует в прокате во всех кинотеатрах страны уже завтра. Наталья Юрина, Роман Боровиков, Олег Костромин, телеканал «Юрган».